Добрый вечер, на ТНВ Новости, в студии Альбина Слугараева. И сегодня в выпуске. Жевательные резинки с посланием. Здесь рассматривается только заигрывание с молодежью, заигрывание с неокрепшей психикой. Как игру оценили опасной для жизни. В неоднозначном маркетинговом ходе разбиралась Альбина Винебаева. Выдержит ли стена? Сядь в туалет, на голову пойдет. На восстание обваливается стена подъезда. Каково это — бояться жить у себя дома, у жильцов узнавал Рамиль Шайдуллин. Казань переходит на новую систему горячего водоснабжения. Денег нет, поэтому и начали искать пути, каким образом решить вопрос. Изменится ли плата за горячую воду, узнал Салават Мухаммадуллин. Ситуация в банковской сфере находится под постоянным контролем правительства республики. Главное же сейчас добиться возврата денег вкладчикам проблемных банков. Об этом сегодня заявил Ильдар Халиков на заседании Госсовета. В свете последних событий одной из ключевых стала банковская тема. Что ответила премьер на два извечных вопроса: кто виноват и что делать, услышал Дмитрий Аринин. Объемным и объективным назвали отчет правительства о работе в минувшем году. О том, какие плоды принесла исполнительная власть, был посвящен 200-страничный документ. На изложение его основных тезисов у премьера ушло около 40 минут и почти столько же времени на последний пункт – ответы на вопросы депутатов. На первый план вышла тема банков и пострадавших вкладчиков. И тут возникли два знаменитых вопроса – кто виноват и что делать. На окончательный вопрос на то, кто виноват, смогут ответить только правоохранительные органы. И, кстати, и у меня, и у правительства возникают вопросы того, почему Центральный банк, может быть, поздно принял решение или не проинформировал нас, почему крупные международные аудиторы Эрнст и Янг ежегодно утверждали отчет. В действиях же правительства сейчас самое главное — добиться выплат денег пострадавшим вкладчикам и оказать им всевозможную помощь. Так, возмещение от АСВ уже получили 142 тысячи жителей республики. Для помощи юрлицам запущено несколько программ: льготный лизинг, микрозайм и специальный кредит под поручительством гарантийного фонда. В той сложной ситуации, которая была в августе 2014 года, а оно уже было понятно, что ситуация в банке сложная, нужно ли было идти в банк для того, чтобы пытаться его спасти, или лучше его бросить и сказать: пусть он умирает, зато мне не будут потом в 2017 году на отчете задавать этот вопрос. Считаю, нет, и сегодня, и завтра, и в будущем правительство не имеет права устраняться от проблемных позиций, которые есть. От пострадавших вкладчиков перешли к обманутым дольщикам. Эта проблема также находится на контроле у местных и республиканских властей. Сейчас завершение строительства 27 домов ожидают 5000 владельцев квартир. Ситуация непростая, но вы видите, что ежегодно она решается. Вот такого простого ответа «так, тогда», как, в общем-то, справедливо настаивают дольщики, будут завершен тот или другой дом, ответить невозможно. Можно говорить только о домах этого периода. И сегодня понимание у нас по домам, которые будут строиться и вводиться в 2016 год, есть. Я думаю, что мы в самое ближайшее время проинформируем. Подводя итог выступлению премьера, парламентарии отметили: работой правительства они довольны. Поблагодарить хотел бы и докладчика, и президента республики, который достаточно объективный и объемный материал в этом году направил Государственному Совету по всем направлениям развития, социально-экономического развития нашей республики. Как мне говорили преподаватели, когда я учился, это тройка, такой уверенный, физически насыщенный. Как-никак по промышленности, по строительству, по сельхозу у нас развитие есть. Нужно дальше и в социальной сфере поднимать благосостояние людей. Поэтому есть чем на это работать. Такой позитив дает то, что, несмотря на все геополитические сложности, республика продолжает динамично развиваться, опережая порой и среднероссийские показатели. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Нечто подобное сносу хрущевок в Москве может прийти и в республику. Об этом сегодня также рассказал в Госсовете Ильдар Халиков. Как отметил премьер, такой опыт столицы можно только приветствовать. Однако другим городам страны будет сложнее найти инвесторов и потребуется больше бюджетных денег. Давайте мы и в сегодняшние рекомендации включим для правительства, для министерства рассмотрение, в том числе, коммерческих проектов. У нас есть дома не только хрущевки, у нас есть дома 18 века, 19 века, расположенные в хороших местах, которые, возможно, могли бы быть расселены и использоваться для строительства новых домов.
Переезду в новый дом были бы рады на Восстание 21 в Казани. Здесь, в подъезде, вместе со штукатуркой облезла и добрая часть стены. Жители считают, виной всему сырость. Многие годы влажные стены не видели ремонта. Жители боятся, что в будущем может рухнуть весь подъезд. Грозит ли сырость развалом, узнал Рамиль Шайдуллин. Вот, смотрите, что у нас делается. Шпатлевка поверх шпатлевки, и вот уже полгода голая кладка. Так Любовь Захарова борется с влагой. Пришлось надолго забыть об обоях, обшивке и покое. Стены коммуналки продолжают сыреть. 6-й год ни конца, ни края. Пластик убрали, там начали кирпичи ставить. У нас, видите, опять течет. Ну откуда-то? Сосед по коммуналке уверен, виноваты и сами. Для конденсата нет вытяжек, вот дом годами и не просыхает. Пара чайников, душа, но больше всего котлов отопления соседей. И привел к разрушению. За ними смотреть надо постоянно, вода, чтобы был уровень было. Пользоваться от ключей. А здесь молодежь, основные квартиросъемщики. И все равно. Тем временем сырость не только от домашнего конденсата. Жильцы подозревают, что стена мокрая и снаружи, и внутри, а за этим отсыревшим кирпичом еще и протекающие трубы. Управляющая компания подтверждает, трубы внутри были изношенными, но недавно поставили новые. Сейчас ведутся работы по восстановлению кирпичной кладки, и до конца следующей недели, до 1 апреля, эти работы будут завершены. Дыры, как и не бывало. Вместо осколков белого стену закладывают кирпичом красным. Раньше кладка могла и не схватиться. Свежая, она не переносит морозов. Теперь весна покажет, выдержит ли влагу. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Свой зал обслуживания теперь должны иметь общепиты, продающие алкоголь. Депутаты республики поддержали новые запреты на продажу спиртного. Так, теперь нельзя продавать алкоголь без вскрытия тары. А вот в летних кафе разрешили помимо пива продавать сидр, пуаре и медовуху. Когда жевательная резинка влияет на разум, пиар-ход одного из производителей под сомнением. В ряде регионов уже идут проверки на Сахалине, Краснодаре и Оренбурге. Дело в том, что во вкладышах жевательных резинок призывы к действиям, и некоторые из них посчитали опасными для жизни. Альбина Минибаева разбиралась, может ли обычная жвачка, что облегчает дыхание, путать и сознание. Здесь и сейчас. Сделать сейчас, выложить в интернет и доказать всем, что можешь. Вместо экстремального вкуса экстремальное послание. И такой продукт мог оказаться в карманах подростков. Вот эти жвачки буквально несколько дней назад я купила в ближайшем магазине. Каждой такой жвачки обертка заданиями, некоторые просто на грани жизни и смерти. Именно поэтому в ряде регионов страны товар поспешно начали изымать. Ребенок может взять, пойти в любой магазин, взять подобные вещи. Мне кажется, они могут привести к действительно страшным последствиям. Исходя вот из этого понимания, что это информация, наносящая вред здоровью и жизни детей, были приняты меры, потому чтобы подобного рода товар был убран. Сам производитель уверяет, что не стремился создать рекламу, которая ставила бы жизнь покупателя в опасность. Правда, маркетологи думают иначе. Игра растиражирована, жвачки проданы, а значит, пиар-компания действует. Целевой потребитель здесь молодой человек. И, как правило, молодой человек до 21 года, который очень подвержен влиянию вот этого эпатажного поведения, нацеленного на экшен, на какой-то поступок, который будет вызывать общественный диссонанс, который будет обсуждать. Вы понимаете, самое страшное, что в погоне за лайками мы можем потерять людей. Сахалин, Краснодар, Оренбург – это только некоторые регионы, где проводятся проверки на наличие жвачек в продаже. Силовые ведомства оценили, что товар может призывать к суициду. На прилавках казанских магазинов поспешно заменяют жевательные резинки с экстремальным содержанием на привычные пластинки без экшена. На прилавках преимущественно только обычные жевательные резинки серии Five. Что было именно на этом прилавке, остается загадкой, остался ценник. В Татарстанском Роспотребнадзоре лишь одно обращение. Когда мы установим торговые точки, где, возможно, реализуется данный продукт, то потом уже будет рассматриваться вопрос о дальнейших мерах. Те самые жвачки в некоторых магазинах, их уже не найти, но это не гарантирует, что послания просто-напросто не затерялись в карманах подростков. И тут уже, как говорится, из текста слов не выкинешь. Остановить подростка, не взяться за телефон и не действовать согласно инструкциям могут только родители. Родители, наверное, меньше обращают внимание, им некогда, скорее всего, больше всего живого общения не хватает детям. Поэтому они, мне кажется, уходят вот в такие игры. Проверить магазины порекомендовала и прокуратура республики. Все жвачки с играми должны быть изъяты. Альбина Минибаева, Рамиль Газеев, ТНВ, Казань.
Фермеры встают в очередь за льготным кредитом. Напомним, в этом году запустили совершенно новый механизм выдачи средств на посевную всего под 5%. Россельхозбанк в Татарстане уже выдал кредитов на 2 миллиарда рублей. Что посеют и что пожнут, далее в репортаже. У Равиля Бекчурова 3 гектара земли сейчас готовятся к посевной. Ежегодно сажают подсолнечник, сахарную свеклу и зерновые. Подал заявку на целевой льготный кредит. Ему требуется 8 миллионов рублей. Раньше кредит брал под 18-20%. К тому же схема новая, и потому не нужно отчитываться перед Минсельхозом. Суть новой программы льготного кредитования в том, что теперь между заемщиком и банком исчез посредник. Раньше фермерам с кипой документов приходилось обращаться сначала в Минсельхоз, а от них же ждать возвращения средств в виде субсидий. В получении льготных кредитов хозяйствами и фермерами заинтересована и республика. Сегодня только Россельхозбанком выдано 14 займов на 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Деньги предоставлены как крупным агрохолдингам, так и малым фермерским хозяйствам. Отдельно на Республику Татарстан у нас одобрено порядка 4 миллиардов, 2,2 мы уже выдали, а практически все соглашения мы подписали. Особенно нас радует, что есть одобрение по малому бизнесу. Татарстан сегодня в тройке лидеров по объему полученных льготных займов по новому механизму. Опережают нас Воронеж и Краснодар. Альбина Слугараева, Марат Сафин, ТНВ, Казань. Центральные тепловые пункты в Казани уходят в прошлое. Вместо них появятся индивидуальные в каждом доме. Мера вынужденная. Старым установкам уже более 50 лет. До конца года на новые пункты обогрева воды должны перейти более 1000 жилых домов. За чей счет будет изменяться система и изменится ли цена? Салават Мухаммадуллин. Старое оборудование еще пока в работе, но греть воду ржавым установкам осталось недолго. Большинство центральных тепловых пунктов столицы в плачевном состоянии. По оценке энергетиков на реконструкцию всего этого хозяйства нужно порядка 4 миллиардов рублей, 3,7 они называют. Вот, этих денег нет, поэтому и начали искать пути, каким образом решить вопрос. Индивидуальные пункты обогрева воды появятся в каждом доме. Устанавливать их будут в рамках капитального ремонта. Вот пример индивидуального теплового пункта по адресу Емашева, 30. Установка находится в подвале жилого дома. Оборудование здесь современное, весь процесс автоматизирован. Стоимость установки такой системы горячего водоснабжения порядка 900 тысяч рублей. До зимы оборудовать предстоит порядка 1000 казанских домов. Сроки и работа на контроле у президента. Это не просто какая-то мода, вот мы перешли. На самом деле здесь все равно у нас состояние вот этих теплотрасс и всего остального остается желать лучшего, поэтому эту работу надо провести. Платить за установку жителям не придется. Переход бесплатный. Дом Александра Панфилова опробовал новую систему еще 3 года назад. По словам пенсионера, сейчас оплата за 1 кубометр воды меньше, чем было при центральном пункте. Единственный недостаток, который мы начали испытывать, это мы платим 75 копеек с 1 квадратного метра за обслуживание. Решение о переходе на индивидуальный пункт принимается на собрании жильцов. При желании греть воду можно и по старой системе. Однако при этом траты на модернизацию и поддержку старых сетей уже лягут на плечи жителей. Салават Мухаммадуллин, Алексей Алексеев, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ. Далее в программе. Двигатель прогресса. Сейчас мы доросли до двигателей большей мощности, большей возможности. Какие преимущества сулит мотор КАМАЗа российско-американского производства, узнал Рамиль Шайдуллин. Зримый образ возрождения. Мы можем увидеть здесь день вчерашний, день сегодняшний, наверное, даже день завтрашний. Преобразование исторических объектов Татарстана через объектив фотокамер увидела Александр Севастьянова. Ценный экземпляр Корана, изданный в 2004 году в типографию Ватикана, сегодня передали для хранения в республику. Рустаму Минниханову подарок вручили от имени московских татар в столице России. Именно с этого Корана писалась копия самой большой печатной священной книги, которая сейчас хранится в Болгаре. А этот Коран выставят в Казанском Кремле. В Иннополисе в этом году откроется уникальный научно-исследовательский центр. Об этом стало известно сегодня в ходе встречи Рустама Минниханова с генеральным директором компании «Шнайдер Электрик». Стороны подписали соглашение о намерениях. Основные направления разработки в области кибербезопасности и локализация программных решений для нефтегазовой отрасли. Надеемся, что господин Бабо, уважаемые наши партнеры, мы искренне рады вас приветствовать в нашей республике. И надеемся, что результаты нашего сотрудничества будут
полезны, взаимовыгодны. Сотрудничать компания Schneider Electric будет из группы компаний «Таиф». Сегодня стороны тоже подписали соглашение о партнерстве. Французская компания работает на российском рынке более 100 лет. В настоящее время она производит электротехническое оборудование и системы автоматизации технологических процессов для промышленных предприятий и не только. Группа компаний «Таиф» уже сотрудничала со Schneider Electric, а после октябрьского визита французской делегации в Казань руководство «Таифа» и Schneider Electric приняли решение, что могут стать хорошими стратегическими партнерами. Software, connectivity. Программное обеспечение, использование интернета и прочих средств коммуникации, они открывают очень большую возможность для повышения эффективности, продуктивности в производстве. Одна сторона договора – это Schneider. Компания является крупнейшим в мире в системах АСУТП, в системах по электричеству. С другой стороны, Таиф – одна из наиболее успешных компаний в сфере нефтехимии. Причем объединение тех знаний, тех ноу-хау, которые есть у Шнайдера с потенциалом Таифа, вместе мы можем возглавить технологическую революцию и вывести технологии на следующий уровень в плане показаний эффективности. Мы, конечно, уже давно работаем с компанией Таиф. Действительно, наша компания предлагает все решения про модернизацию, автоматизацию энергии, автоматизацию, АСУТП и так далее, и так далее. Мы уже давно работаем с компанией Таиф, но сегодня действительно уровень обсуждения стал еще больше важным, еще больше стратегических, потому что действительно, во-первых, есть ряд новых технологий, которые мы можем предлагать, которые действительно помогают нашим партнерам. Экологичный КАМАЗ уже среди нас. Сегодня в Набережных Челнах презентовали новый двигатель от татарстанского грузовика. Собирать его будут здесь же. Для этого создана отдельная сборочная линия. Маленький и легкий по мощности. Он сильнее прежних моторов. Какие машины он будет двигать? Рамиль Шайдуллин. Новый двигатель по новым технологиям. До проверок систем детали проходят через несколько этапов и несколько десятков специалистов. Все процессы заканчивает тест. На мотор оказывают давление несколько атмосфер. В финале не может быть никаких утечек. Если двигатель вдруг не прошел по тем или иным причинам проверку на герметичность, то тогда он режектит, он становится красным в системе, его невозможно выпустить. Дальше он только идет в ремзону, где идет разбор полетов, почему это произошло. Щепетильный подход оправдан возложенными надеждами. Производству 10 лет, но к двигателям серии L дошли только сегодня. Татарстанская практичность и американская деловитость увеличила объем с 6,5 литров до 9. Теперь КАМАЗы станут мощнее. И мы надеемся на то, что мы сможем и дальше работать на успех КАМАЗа. Вес двигателя сравнительно легкий, 700 килограммов, а сфера применения обширна. Его могут ставить и на сельхозтехнику, вплоть до комбайнов и тракторов. По следующему году поставки на Россельмаш мы ожидаем до 2500 двигателей в год, до 500 двигателей на ряд и примерно до 500 двигателей возможно на КАМАЗ. Новые технологии уменьшат и вред окружающей среде. Двигатель удовлетворяет всем экологическим требованиям Таможенного союза, техрегламента Таможенного союза, и имеет очень выгодный расход топлива в сравнении с конкурентами. Первая партия двигателей серии L пока годится только для КАМАЗов и Риатов. Для комбайнов и бульдозеров их локализуют. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Аюбов, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Набережные Челны. В Татарстане стартует очередной 8-й конкурс социальных проектов «Лукойл». Традиционно все муниципальные районы активно принимают в нем участие. Заявку могут подать как организации, так и физические лица. За 7 лет было профинансировано около 900 проектов. 3 номинации незыблемы – духовность и культура, спорт, экология. Что касается 4-й, то она, как правило, из года в год меняется. В этом году во время подведения итогов планируется пригласить воссозданный коллектив имени Александрова. Общий призовой фонд – 30 миллионов рублей. Не просто реализовать проект и забыть о нем, а еще и чтобы после этого проекта та или иная территория Республики Татарстан, тот или иной муниципальный район получал какое-то наследие после реализации этого конкурса. В Общественной палате республики сегодня выбирали федерального представителя. Большинством голосов им стала Татьяна Забегина. Опыт работы на этой должности у нее уже есть. Она также известна как учредитель благотворительного фонда «Родники мира». После заседания за работу и содействие наградили победителей первого республиканского конкурса от Общественной палаты. Лучших выбирали почти из 500 заявок, в том числе и журналистские работы. В номинации «Лучший телесюжет» по освещению работы НКО призовое место заняла и наша коллега Александра Севастьянова. Мы присоединяемся к поздравлениям. Радиокомпания «Новый
Его по-доброму называли Наилич. И даже последние минуты своей жизни он провел на льду, играя в хоккей. Сегодня вся спортивная общественность прощается с легендарным хоккеистом, наставником и талантливым комментатором Сергеем Гимаевым. Каким хоккейный мир запомнит Сергея Гимаева, расскажет Алмаз Гафиатов. Сергей Гимаев неоднократно признавался, что Казань для него город особенный. И не только потому, что здесь играет Акбарс. Он любил всю хоккейную атмосферу нашего города. Буквально месяц назад Сергей Наилевич приезжал на товарищеский матч звезд хоккея. Отметился заброшенной шайбой и продемонстрировал великолепную технику. В одном из своих последних интервью Гимаев, как всегда, с улыбкой отвечает на наши вопросы. Когда поступило предложение, я не отказывался. Я очень много в хоккее тренируюсь и играю. И когда была возможность, тем более я знал, куда поездки, Казань, Питер, Москва, я сказал обязательно. В Казани приятно всегда бывать, я обожаю этот город. И когда есть возможность приехать в Казань. А Сергей Наилевич Гимаев объявляется минута молчания. Болгар и Свияжск через призму фотокамер в Национальной художественной галерее «Хазинес» сегодня презентовали выставку «Зримый образ Возрождения». Исторические объекты в пейзажах, деталях, людском быте. Такие, какими их видят татарстанские фотографы. Одной из первых увидела Александра Севастьянова. Не фотографии, а фотокартины. Не фотографы, а фотохудожники. На таких снимках объекты культурного наследия, как фениксы, возрожденные из пепла. Свияжск и Болгар разных времен. У каждого автора свое видение. Мы можем увидеть здесь день вчерашний, день сегодняшний, наверное, даже день завтрашний. Болгар и Свияжск. Большая стройка и повседневная жизнь в одном кадре Эдуарда Хайруллина. Пытался не упустить ни одного момента перелома. Когда шли строительные работы, картинка менялась каждый день. Здесь меня зацепило то, что я попал в такой момент перелома, когда вот все перекопано, пыль коромыслом, люди не понимают, что происходит. Но дети счастливы, они освещены солнцем. А в другом зале ряд произведений Евгения Канаева. Крупные планы, черно-белые шедевры. Мне нравятся черно-белые фотографии. Я даже многие фотографии цветные сейчас перевожу в ЧБ, потому что мне нравится эта эстетика такого минимализма, что ли, в цвете. Вот эта выставка, которая сегодня, она вообще символизирует действительно было и стало. Фотохудожники наши вот запечатлели это очень ярко, очень выразительно и очень-очень позитивно. Полюбоваться фотокартинами можно в течение недели. Именно столько продлится выставка. Александра Севастьянова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Сегодня во многих странах мира отмечают Навруз. Праздник знаменует День весеннего равноденствия и начало проведения полевых работ. Праздник Навруз – один из самых древних в истории. Он символизирует начало новой жизни, обновление природы и человека. Многие обычаи праздника сохранились с давних времен и исполняются по сей день. Так, в этот день принято ходить в гости, собираться на центральных улицах городов и угощать гостей национальными восточными блюдами. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов-112». Борьбу за жизнь снимали на телефоны. В Заинске подростки смеялись над падающей с 4-го этажа женщиной. Подробности через несколько минут. А далее в выпуске «Прогноз погоды». Мы же увидимся в 21:30. КанАвто, официальный дилер автомобилей УАЗ, в марте увеличил выгоду до 110 тысяч рублей. Приезжай и обменяй свой автомобиль на новый УАЗ Патриот и получи дополнительные подарки. КанАвто 230 30 30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. Артрит, остеохондроз, гипертония. От этих и других заболеваний может помочь аппарат Елатомского завода «Алмак-01». В марте весенняя цена на «Алмак-01». В аптеках 36,6 отличная и аптеках «Саккура».
Только до конца марта. «Лада Веста» с выгодой до 30 тысяч, «Лада Гранта» до 60 тысяч и X-Ray до 90 тысяч рублей. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». Наркологический центр «Эра». Лечение, реабилитация алкоголизма и наркомании. Профессиональный подход. Точка отсчета вашей трезвости. Внимание! В Кан-Авто большое поступление автомобилей «Лада Ларгус». И с каждым днем их становится меньше. Успейте обменять свой автомобиль на новый «Лада Ларгус» с выгодой до 87 тысяч рублей. Кан-Авто 230 30 30. Ценопад в санатории Васильевский. Скидки 30% на вторую путевку и подарки на праздничные дни. Питание по системе «Шведский стол». Санаторий Васильевский. 22 66 770. Жалюзи, рольставни, шторы и ворота. Покупайте в Стелле, а не у кого-то. Стелл. Во имя комфорта. Подбираешь себе автомобиль? Хватит думать. Только в марте в Транстехсервис. Volkswagen Polo за 509 900 рублей. И Volkswagen Tiguan за 1 миллион 99 тысяч рублей. Позвони сейчас. Volkswagen. Форум автомобилестроения Республики Татарстан. С 29 по 31 марта выступления ведущих экспертов автоиндустрии, прямые переговоры, экспозиция китайских производителей автокомпонентов. 25 марта в 10 часов Казанский государственный аграрный университет приглашает на День открытых дверей. Азино Авто скидывает до 20% стоимости на автомобили «Лада». На всех автомобилей не хватит. Стань владельцем «Лада» уже сейчас в Азино Авто. Азино Авто 512 12 12. Здравствуйте! Поговорим о погоде. В предстоящие сутки небо в республике прояснится. Ночью будет довольно морозно, а вот дневные температуры начнут повышаться. По данным Яндекс.Погода, на юго-востоке республики осадки не ожидаются. Ночью облачно и до минус 12 градусов. Днем же будет ясно и до плюс 2. На северо-востоке облачно с прояснениями и без осадков. Ночью минус 9, днем же до 1 градуса тепла. На севере республики облачно, осадки не ожидаются. Ночью довольно холодно, до минус 11, днем же до 1 градуса тепла. На северо-западе пасмурно и без осадков. Ночью минус 7, днем до 2 градусов тепла. На юго-западе облачно и без осадков. Ночью до 7 мороза, днем же до 1 градуса выше 0. В центральном районе республики облачно, но без осадков. Ночью до 9 мороза, днем до 2 градусов выше 0. В последующие сутки местами ожидаются осадки. Ночные температуры наконец-то начнут повышаться. В предстоящие сутки в Казани ожидается пасмурная погода. Ночью будет до 6 мороза, днем же до 2 градусов выше 0. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Ночью и утром ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.